Здравствуйте, Атгур Геннадьевич. Здравствуй, Рената. Вы в абхазской политике человек не новый. Достаточно активно и открыто высказываете свою точку зрения по всем актуальным вопросам. Почему вы решили баллотироваться в парламент Республики Абхазия? Был ли у вас опыт работы в законотворческом процессе? Для меня это решение было, так скажем, логичным, потому что я считаю, это какой-то логичный этап развития моей какой-то деятельности за последние годы, в том числе и деятельности в парламенте. Я второй созыв парламента работаю помощником. Сам процесс законотворчества мне интересен. Я готовил несколько поправок, некоторые поправки мои прошли. Закону о СМИ я готовил поправки. Позапрошлом году я был избран председателем Сугумской избирательной комиссии. Были определенные пробелы в законодательстве по местному самоуправлению. И я вот совместно со своими друзьями, много кто мне помог, мы подготовили поправки, внесли в парламент. Тоже хочу выразить благодарность, что парламент принял наши поправки. То есть определенный опыт работы с законопроектами у меня есть. И мне интересно этим заниматься. И в парламенте я себя вижу именно в правовом отделе. Я вижу себя именно в законотворчестве. Невозможно обойти стороной тему энергетики. Видите ли вы выход из кризиса на сегодняшний день? Рената, сегодня, конечно, самая главная наша проблема, актуальная, это проблема энергетики. Мы понимаем, у нас в домах часто нету света. Как мне кажется, мы должны более ответственно подходить и к нашему потреблению электроэнергии тоже. Но главная проблема все-таки, я считаю, неэффективное государственное управление энергетикой. Саму проблему надо разделить на две основные составляющие. Это вопрос генерации электроэнергии и вопрос распределительных сетей. Самая большая проблема у нас сейчас — это нагрузки на сетях. То есть по низкой стороне. Вопрос этот можно решать жесткими мерами администрирования государственного, борьбой с майнингом. То есть с генерацией у нас проблема не так стоит, как с доведением электричества до потребителя. И в том числе принимать такие, можно даже сказать, непопулярные меры. К примеру, у нас очень много есть неплательщиков, и многие из них это далеко не бедные люди и не бедные организации. Мы должны на них в первую очередь как-то воздействовать, потому что если богатые люди и богатые организации не платят за свет, мы не можем требовать платить за свет простого человека. И еще важный момент, который касается энергетики нашей. В последнее время обсуждается вопрос о возможности передачи объектов электроэнергии Абхазии в частные руки. Я, конечно же, против такого подхода. Я считаю, что энергетика — это стратегическая отрасль, это отрасль, в которой заложено наше будущее и развитие нашей страны, и обязательно эта энергетика должна оставаться в руках абхазского народа, абхазского государства. Сейчас мы электроэнергию получаем от Ингургэс, это большой комплекс, и с перепадной станции. Но таких перепадных станций у нас еще 3, которые я считаю, при правильном подходе, при правильном государственном управлении мы можем восстановить. И не только решить наши проблемы с электроэнергией, а в том числе зарабатывать на этом в перспективе через 2 года, через 3 года. То есть мы от проблемы сегодня можем завтра перейти к развитию. Я лично так вижу. Не менее актуальная тема — добыча нефти. Если возможно так поставить вопрос, вы все-таки за добычу нефти или против? Если отвечать коротко, я, конечно же, против добычи нефти по многим причинам. Это в первую очередь экологические проблемы. Мы в Фонде экспертного содействия НАР в 2015 году готовили экологический доклад совместно с Фондом дикой природы. То есть он есть в сети, в открытом доступе. Экологические риски там колоссальные. То есть это и на шельфе добыча в себе содержит риски, и континентальная добыча. Если в море добывать, очевидно, проблемы могут быть разливы в море, тем более это шельф находится на западной стороне, это наша курортная часть, это Гагра, это Пицунда. Один разлив, и все, у нас сезона нету. У нас десятки тысяч людей останутся без средств существования в западной части. В восточной части, в Акумском ущелье, где предполагается добыча нефти, там высокий риск загрязнения грунтовых вод. Загрязнение грунтовых вод Ачимчирского района — это колоссальный урон сельскому хозяйству. Ачимчирский район, Твачейский район — это сельское хозяйство. В этом смысле я, кроме рисков, не вижу ничего. Если говорить об экономической составляющей, я хорошо знаком с договорами, которые были подписаны. В этих договорах не учитаны интересы абхазского народа и государства. Ни 1 литр нефти по этим договорам не принадлежит абхазскому государству. Единственное, на что мы можем рассчитывать при добыче нефти, это на получение налогов. И ты, Рената, платишь налоги, я плачу налоги. То есть люди, которые в Абхазии хотят добывать нефть, просто хотят платить налоги. Они не хотят
какую-то существенную экономическую роль сыграть в нашем бюджете. Позволю себе отметить тот факт, что вы все-таки являетесь представителем молодого поколения. Образование сегодня нуждается в реформировании? Если да, то в каком именно направлении вы это видите? Сегодня во всем мире страны, которые думают о своем будущем, думают о будущем своих детей, делают акцент на развитие информационных технологий, а значит и свою систему образования подстраивают под реалии завтрашнего дня. И по оценкам многих экспертов, через 5-10 лет многие профессии, они из-за развития и нейросетей, и вообще IT-сферы, эти профессии просто исчезнут, их будут делать программы. Юристов не будет, по оценкам многих, через 10-15 лет, переводчиков. То есть мы должны к этому тоже быть готовы. Мы должны перестроить наше образование под будущее. И чтобы наши дети не оказались в ситуации, что они получили образование и через 5-10 лет не смогли применить свои знания. То есть я вижу сегодня, мы должны сделать акцент именно на развитии IT-технологий, программирования и все, что с этим связано. А в том случае, если избиратели доверят вам свой голос, и вы будете избраны в парламент Республики Абхазия, с какой инициативой в первую очередь вы хотите все-таки выйти в парламенте? В том случае, если я изберусь в парламент, несколько законопроектов у меня уже готовы, я их буду вносить. Первый законопроект – это законопроект об ограничении судного процента максимальной ставки. Я считаю, что закон должен в первую очередь базироваться на наших каких-то моральных принципах и принципах справедливости, присущих абхазскому народу. К сожалению, у нас есть практика того, что наш банк, Сбербанк, это государственный банк, выдает кредиты физическим лицам под очень большой процент. Свыше 30-35, иногда бывает до 45%. Во многих странах развитых подобная ставка процента признается ростовщичеством и уголовно преследуется. Мы нашим людям выдаем просто под такие колоссальные проценты. И поверьте мне, что человек, который берет под 40% кредит, он находится в крайней точке нужды, либо это со здоровьем что-то связано, или еще что-то. И я считаю, что мы такое допускать не должны в нашей стране. Вот мой первый законопроект, который я буду носить, чтобы ограничить максимальную ставку процента. Еще один вопрос, который мне не дает покоя. Несколько лет назад мне стало известно о том, что в Абхазии просто в таких масштабах происходят незаконные археологические раскопки. В Абхазию приезжают разные люди с разных стран, со специальным оборудованием, проводят здесь раскопки. Речь идет о черных копателях. Да, это так называемые черные археологи. То есть это такие криминальные структуры, которые у нас здесь в наших местах, исторических местах, проводят раскопки, находят ценные экспонаты и контрабандой вывозят их на территорию сопредельных государств. К моему большому сожалению, проблема эта очень серьезная и мало ей уделяется внимания со стороны органов правопорядка. Я изучил законодательство, и оно не совсем отражает сегодняшние реалии, и наказание, то есть человек, который этим занимается, может уйти от ответственности. Поэтому я хочу именно развить уголовный кодекс в этой части максимально и ввести это понятие «черный археолог», чтобы людей судили не судили не за какие-то косвенные вещи, а прямо за их незаконную деятельность. То есть для меня, как для Абхаза, этот вопрос принципиальный. Я уверен, что мои будущие коллеги меня поддержат в этом вопросе. Почему суверенитет – это важно? В первую очередь надо определиться с понятиями, что такое суверенитет. Если максимально упростить, одна территория, одна власть. Сейчас много в обществе обсуждают вопросы, связанные с возможностью с суверенитетом поделиться, не поделиться. Для меня этот вопрос вообще не стоит. За наш суверенитет заплачена колоссальная цена. Это кровь наших старших, это кровь наших предков. Потому что борьба за суверенитет, за независимость у нашего народа происходит всю нашу историю. Это тысячи лет. Мы не можем от этого отказаться. Это будет преступление. Здесь даже обсуждать нечего. Мы суверенитет должны укреплять. В том числе у нас есть союзник, одна из мировых держав, Российская Федерация. Немного парадоксальная ситуация. Руководители Абхазии, многие, и говорят о том, что мы должны как-то с нашим суверенитетом делиться, при том, что руководство России, часто и президент России Владимир Путин, и министр иностранных дел говорят об укреплении суверенитета Абхазии, что это одна из
миссии России после признания это укреплять наш суверенитет. То есть я считаю, мы не должны делиться суверенитетом с Российской Федерацией, а вместе с Российской Федерацией укреплять наш суверенитет и независимость. Спасибо большое за беседу. Желаю вам легкой предвыборной кампании. Спасибо, Ренат.